Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 6 мая. Мы с вами смотрим на колоде пассианс. Почему? Потому что день обещает быть спокойным, мирным. Он будет идти под влиянием аркана мир. Это день, когда могут заканчиваться какие-то долгие, сложные процессы, потому что мир это как точка, да, финал, подведение итогов. Потом в этот день вот есть вероятность в среду, что закроете какие-то сложные вопросы. Также это еще день, когда происходят события, которые касаются больших групп людей, масс людей, народа, всей планеты. Потом могут быть какие-то интересные события, новости. В общем, посмотрим, что нам покажут карты. В целом, больше, скажем так, день такой позитивный. Также этот день еще связан с заграницами, иностранцами. То есть в этот день, возможно, там общение много общения с иностранцами или какие-то новости там с других стран. Ну, сейчас посмотрим. Первые овны. 6 мая. Покажите мне, как этот день, как среда пройдет для овнов. Как пройдет среда для овнов. Ага, сразу, видите, успех. Вот как раз, если бы я взяла классическую колоду, надо было классическую взять, не эту, там на карте нарисован лавровый венок. И вот как раз, видите, он нам и выпал. То есть лавровый венок обозначает успех, на победу в каком-то деле. Вот, пожалуйста, нам с вами ее и показали. Угу. Надежда на успех, надежда на победу. Да, и вот она, пожалуйста, и победа. Флаг. Ну, в этот день это возможно. Поэтому хорошо, если в этот день какие-то там, не знаю, соревнования, конкурсы, суды, например. Машина. Будильник нельзя. А, еще есть замочек. Чемодан тоже здесь нельзя, не сказала вам сразу. Мешок с деньгами. Так. Колодец. Ну, возможно, тайна, которая откроется, будет не очень приятной. Здесь не вижу. Есть еще лебедь. Так, лебедь. Здесь нет, здесь нет, и здесь нет совпадений. Значит, смотрите, первое событие. Успех в работе, в делах. Надежда на этот день. Ну, надежда, которая приходит с успехом. Победа, поездка, финансовые дела. По мешочку чаще это расходы, покупки, чем доходы. Гармоничные отношения в паре. Открытие какой-то тайной информации и карта разочарования. Колодец показывает глубокие разочарования. С чем будет связано, сложно сказать. В принципе, все события хорошие, кроме этого. Может быть, как вариант, так как рядом выпал замок, вот эта информация, которая откроется, та тайна, которую вы узнаете, она может быть неприятной. Опять же, может быть, это будет касаться всего мира. Да не конкретно вас, да не конкретно там вашей семьи, а какая-то глобальная история вполне может быть. Так что вот такая информация для вас. Овны на среду. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Смотрим тельцы. Шестое мая. Тельцы, события дня. Так, смотрим тельцы. Среда для вас. Первое событие — сундук. Ножницы.
Корабль. Расческа выпала. Зараза такая. Испортила нам тут всю картину. Так. Конверт нельзя. Здесь нет. Ключ нельзя. Нет. Не вижу. Не вижу. Ну вот испортила нам всю красоту эта расческа. Значит, смотрите, 4 события. Первое. Сундук. Это финансовые поступления могут быть в среду. Ножницы. Решение вопроса. Да, вот взять и отрезать какой-то момент. Вот то, что я говорила по карте мир. Это вот прям поставить точку, отрезать и забыть. Ожидание. Ждете кого-то или чего-то. И карта неприятности. Ну, возможно, да, дай бог, чтобы это и было неприятностью. То, что вы просто кого-то долго ждете. Но вообще неприятность, конечно, карта предупреждения, что может быть какая-то ситуация, в которую вы попадете, и нужно будет решать моменты. Еще, кстати, иногда может показывать, допустим, если плохих событий нет вокруг, может показывать, что неприятность не у вас, а у кого-то. Ну, там, у членов семьи, там, или в стране какая-то неприятность. То есть вы как бы косвенно касаетесь вот этой ситуации, потому, может быть, так проиграется. В общем, вот такие события для вас. Значит, тельцы, у кого день рождения 6 мая, я вас поздравляю, потому что у вас начинается очень классный год. Он будет идти под влиянием аркана Мир весь год. Это год завершения большого цикла жизненного. То есть вы переходите уже на новый цикл. Да, вот этот год, потом еще один. И где-то через 2 года у вас начнется новый, год-два, да, скажем так. Будет новый этап в жизни у вас. Поэтому сейчас это такое завершение, точка, доделывание, да, каких-то моментов. То есть очень часто в этот период по карте мир мы можем там заканчивать учебу, мы можем менять работу в этот период, да, вот когда у нас идет влияние аркана мира, а потом идет влияние аркана шут, это уже на следующий год. Допустим, это могут быть переезды. Очень часто по карте мир человек принимает решение эмигрировать, переехать, потому что мир – это другие страны, другие государства, народы. Поэтому здесь вот часто, например, там, если выходят замуж и идет влияние аркана мира, это может быть там иностранец или человек другой религии. То есть вот тут, возможно, возможно, это будет первое путешествие, или это может быть, допустим, путешествие, но в страну, где вы никогда не были. Вот может еще так проигрываться. То есть, год очень интересный однозначно будет у тех, кто родился 6 мая. Так что у вас наступает мирный, классный год. Благодарю за внимание. Переходим к близнецам. Шестое мая, близнецы. 6 мая, близнецы. События дня. Подсвечник первое. Ключ. Угу. Шарики. Так, давайте пробежимся, посмотрим. Еще есть метла. Здесь нет. И есть еще чемодан. Получается 5 событий у вас в среду. Первое событие показывает, что вы на что-то надеетесь в этот день. Надеетесь, возможно, ждете чего-то. Дальше ключ. Этот день может быть для вас очень важным, ключевым, особенным. День, когда могут перед вами открываться какие-то новые двери. Может быть, у вас как раз надежда на это есть, на что-то получить новое. Хорошие новости вас ждут. Шарики.
чемодан, временная разлука, расставание, либо встреча после разлуки. И выпала метла. Метла — это ссора. То есть основное значение этого аркана — это ссора. Но также метла может еще показывать уборку. Может быть, вы там в среду решите устроить себе генеральную уборку, и метла проиграется таким образом. Но мы не можем исключать этого варианта, что это могут быть какие-то споры, выяснение отношений, ссоры тоже могут быть по метле. Так что вот такая вот информация для вас. В целом, в принципе, тут плохих прям, да, вот совсем негативных событий нет. Но есть эта ссора, ее всегда можно при желании избежать, да, потому что в ссоре участвуют двое. Если один не хочет, то конфликта не будет. Если просто, да, не обращать внимания, молчать, не реагировать, то конфликта можно избежать. Смотрим дальше. Раки. 6 мая. Угу, видите, крутятся, переворачиваются. 6 мая. Крученый, верченый будет день, скорее всего. 6 мая, раки, среда, события дня. Угу. Так, поехали, смотрим раки. Книга. Свиток. Цыпленок. Змея. Будильник. Так, здесь не вижу. Да, есть еще корабль. Нет, 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 нет. Расческу нельзя. Здесь нет. Значит, смотрите. Среда. Что у вас выпадает? Книга. Это посещение госучреждения, казенный дом, либо какой-то госструктуры в этот день. Ну, может быть, там, не знаю, какая-нибудь налоговая, школа, суд там и так далее. Что-то из этой серии. Деловая встреча, да, выпадает. Возможно, в этом госучреждении будет какая-то встреча. Ожидание. Долгое, нудное по кораблю, долгое, нудное ожидание. Может быть, вы долго будете ждать. И смотрите, выпадает будильник. Да, вот, а будильник как раз у нас показывает, что в этот день со временем сложно, мы не дружим. То мы там, не знаю, перепутали время, то долго ехали, не успели, то наоборот долго ждали. То есть вот тут со временем будет беда. Я, кстати, еще забыла про это сказать. У нас когда идет влияние аркана мир, потом еще у нас есть звезда, есть у нас еще отшельник. Вот в эти дни обычно со временем происходят сложности. Так что да, ожидание и время говорят о том, что в этот день желательно, если вы его планируете, то давать себе какие-то люфты по времени, чтобы вы могли, да, там как-то, ну, лавировать, если вдруг вы не успеваете или наоборот там долго ждете, можно было что-то переносить. Поэтому имейте в виду, со временем будет сложно. Дальше, цыпленок. Это семейная жизнь, скорее всего, что вы будете заниматься, там, не знаю, с детками, с семьей, какие-то, может быть, поход куда-то будет, какие-то моменты семейные. И змея. Рядом со временем ложится змея. Змея — это человек, который всегда, знаете, съязвит, что-то скажет, что-то там как-то сделает, какое-то замечание. Вот я думаю, что, возможно, змея — это человек, который как-то вот подчеркнет то, что вы либо опоздали, либо, наоборот, долго ждали. Может быть такое. Ну, то есть кто-то что-то съязвит в этот день. Поэтому имейте в виду. В целом, в принципе, встреча, госучреждения, семейные какие-то дела. Главное это вот правильно все распределить по времени. Вот такое предупреждение для вас на среду. Благодарю за внимание и переходим к львам. Львы. 6 мая. Львы, события дня. Среда.
Первая расческа сразу. Угу. Но есть и удача. Сразу же, знаете, ощущения не было бы счастья, да несчастье помогло. Угу. Корабль. Возможно, это и есть, знаете, как неприятность. Это то, что вам приходится ждать, но потом вы понимаете, что для вас это плюс. Тут два варианта. Либо роза, либо ключ. Я первую розу увидела. Ключ обозначает важный день, либо какие-то новые возможности. Конфликт. Мечи. Возможно, неприятность это этот конфликт. Опять же, из-за ожидания, может быть. Тайная встреча. Два кольца. И еще есть и колодец. Ну, у вас тут прям не одно событие предупреждающее. Якорь нельзя. Весы. Шарики. Здесь нет. Значит, смотрите, среда. Что выпадает? Выпадает неприятность в этот день. Может быть какая-то конфликт. Неприятность, конфликт, ожидание. Это вот три негативных. А, еще и печаль. Это из негативных. Неприятность, конфликт, ожидание и сильные какие-то переживания, разочарования. Дальше сложный выбор. Выпадают весы. Удача. Тоже да, вот немаловажно. То есть, возможно, благодаря удаче эта неприятность как-то легче проиграется, либо, опять же, как я вам сказала изначально, через неприятность придут хорошие события. Дальше роза – это приятная встреча, может быть, свидание, семейная жизнь, семья, время, проведенное с детками, тайная встреча в этот день и очень хорошие радостные вести. Поэтому у вас такой день крайности. Знаете, вот карта «Мир», на самом деле она про… Да, вот если мы посмотрим на классическую колоду, там такой венок, и он, да, у него есть две части, верхняя часть, да, и нижняя, то есть он не круглый, а такой вытянутый, два пересечения. Вот так вот и этот день. Для вас он будет как будто бы день крайностей, да, от большой радости, от хороших событий до переживаний за какую-то неприятность. Такие будут качели у вас в этот день. Но пока только у вас карты показали, да, вот как-то у вас таким образом он будет проигрываться, что вас будут катать на этих эмоциональных качелях в этот день. От печали до радости буквально, да, что называется. Ну, вот такая информация для вас, львы. Смотрим дальше дев. Так, сейчас, секунду, карта. Бежала карта. Девы, 6 мая. 6 мая. События дня. У вас первое событие — молния. Цветочек. Угу. Кровать нельзя. Угу. Любовь. Машина. Змея. Так, теперь смотрим горизонталь, вертикаль. Нет. Нет, нет.
Но я не вижу совпадений ни по горизонтали, ни по вертикали. Значит, что выпало? Первая молния выпала – это новости. Вы получите какие-то новости, информацию, которые могут вас, ну, буквально удивить, шокировать. Да, это как, знаете, как молния, гром среди ясного неба, эта информация. А также еще молния может показывать, что эта информация будет в электронном виде получена. Дальше. Исполнение желания. В этот день хорошее событие. Любовь. Отличное событие. Любовь, романтика. Если вы одиноки, то это может быть знакомство. Дальше дорога, может быть, поездка. И единственный минус у вас выпал – это змея. То есть это может быть, ну, скажем так, основное значение, которое автор давал, да, этой змее, это злые языки. То есть это люди, которые, там, не знаю, на вас наговаривают, говорят какие-то глупости, пытаются ужалить, обидеть, подколоть. То есть вот в таком значении, да, проигрывается. Но практика показала, что змея это может быть, допустим, да, это может быть такой человек с таким характером, но он, допустим, для нас друг, да, или там близкий человек, и он по отношению к нам не проявляет этих своих ядовитых, да, качеств. Поэтому здесь вот может быть и такое. Еще также змея может показывать медика, может показывать человека по году рождения змея, тоже вполне может быть. Поэтому имейте эти значения тоже в виду, оно тоже так проигрывается. Ну, в общем, вот такая информация для вас. Из классного это то, что любовь, желание исполнится, поездка какая-то будет. Это событие хорошее. Благодарю за внимание, девы. И переходим мы с вами к весам. Так, сейчас я складываю так, чтобы они у меня не повторялись. И разговариваю, и складываю все сразу. 6 мая, весы. Мая, весы, среда. Мешок с деньгами. Подкова. Шарики. Домик. Свиток нельзя. 2 сердца. Хотя тут еще мог быть цыпленок. Поэтому здесь 2 варианта. Либо 2 сердца, либо цыпленок. Смотря что вы увидели. Так, нет. Здесь нет. Значит, смотрим здесь теперь. Да, есть замок. Замок, а здесь нет. Получается, у вас в среду выпадает удача. День будет удачный очень для вас. Вас ждут хорошие новости, радостные шарики. Возможно, будут какие-то события, связанные с деньгами. Чаще это расходы, покупки, проплаты. Мешок. Ну, бывает, у кого-то проигрывается как доход. В общем, посмотрите. Домашние дела. Дом, быт. Любовь, романтика тоже может быть в этот день. И замочек откроется какая-то тайная информация, которая была долго от вас скрыта, спрятана. Вот вы что-то такое можете узнать, какую-то тайну в этот день. Так что в целом у вас, видите, все события хорошие. Любовь, хорошие новости, удача. В общем, у вас будет очень такой позитивный день. Благодарю за внимание и переходим дальше к скорпионам. Шестое мая, скорпионы. Среда, события дня.
Маска. Первое событие. Дом. Дерево. Будильник. Думаю, что-то есть, хотя глаза не видят. Будильник есть. Угу. Так, здесь нет. Теперь смотрим, что у нас с вами здесь. Кровать нельзя. Нет, нет, нет. Больше не вижу. 4 события только нашла. Маска. Но опять же, автор маску, да, здесь у нас, скажем так, рисовал эту маску и подписал ее обман. То есть в этот день, возможно, вас обманут. Или, допустим, откроется какой-то обман, маски будут сорваны. Но я заметила из практики, что маска не только показывает обман, она может также показывать еще посещение косметолога, когда мы делаем какие-то масочки, какие-то процедуры с лицом. Дальше она может показывать посещение всякого рода походов, там, допустим, в кино, в театр, на какие-то выступления, то есть там, где люди играют роли, тоже может показывать. И также она в том числе может показывать, что мы, например, вынуждены надевать на себя какую-то маску в этот день и играть какую-то роль. Ну, допустим, там, встретили с соседкой, которую не любите, а вынуждены ей улыбаться, да, там, или там с какой-то родственницей, родственником. То есть вот еще может так тоже проигрываться, что вы будете вынуждены носить в этот день маску. Так что, вы будете вынуждены обманывать. Поэтому тоже имейте это в виду. Дальше, значит, домашние какие-то дела в этот день могут быть. Дом выпал. Приглашение, куда-то вас могут пригласить. И будильник показывает, что, скорее всего, этот день будет распланирован у вас. Да, вот по часам. Может быть, там будет несколько каких-то событий, встреч и так далее. И будильник предупреждает, что по времени там что-то может сдвигаться, переноситься, меняться. Поэтому вы должны быть к этому заранее готовы. Или, допустим, там надо будет где-то долго ждать, либо наоборот, спешить куда-то. Поэтому имейте это в виду. Тем более, если у вас есть приглашение, вас куда-то, скорее всего, что зовут на определенное время, плюс есть какие-то дела. Поэтому тут вот имейте это в виду, что со временем, вообще сама карта мира, она тоже показывает, что время, оно как бы растягивается в этот день. Поэтому надо всегда себе давать какие-то люфты на это время. Благодарю за внимание, Скорпионы. Перехожу к Стрельцам. Шестое мая. Стрельцы. События дня. Сразу же дерево. Первое событие Стрельцы в среду. Корабль. Подкова. Так, и есть еще негативное событие, колодец. Получается 4 события. Первое, приглашение было. Рядом у нас удача, поэтому вас куда-то позовут, пригласят. В этот день, в принципе, вам будет вести, день может быть удачный для вас. Будет ожидание чего-то или кого-то, причем, смотрите, долго нет событий, потом раз, вот еще и время, видите, выпало. Да, со временем какая-то проблема, будильник.
проблема. Все ждете какого-то события весь день, как будто бы. Ожидание весь день, перенос во времени, возможно. И разочарование, печаль показывает, печаль. То есть как будто бы ждете, а вы вообще такие нетерпеливые, да, по своей природе. Ну, большинство стрельцов, так как вы огонь, вам ждать это просто смерти подобно. Поэтому вот так вот целый день просидеть, прождать, это просто кошмар. Поэтому я и понимаю вот эту карту глубоких, сильных переживаний, печали, страданий по этому поводу. Возможно, это вот так и будет проигрываться. Но может быть это какое-то другое событие. То есть оно там, вот эти переживания будут связаны с чем-то другим, да, не с ожиданием. Такое тоже может быть. Но в любом случае помним про то, что в этот день удача. Да? Даже если вы долго ждете, значит для вас так лучше. Понимаете? То есть тут важно этот момент учитывать. Все будет складываться для вас наилучшим образом. Поэтому важно вот плыть по течению в этот день, не сопротивляться, да, вот не идти наперекор, так как иногда нам хочется, вот все складывается не так, как мы хотим, и мы пытаемся перестроить, перекроить, да, события, вселенную под себя. А когда говорит, нет, вот просто жди. И все, да, вот все придет тогда, когда должно. Так, смотрим дальше. О, козерожки что-то у меня тут боком лежат. 6 мая, Козероги. Сейчас посмотрим. Среда, Козероги, события дня. 6 число, 6 мая, среда, Козерожки. Что я ничего не вижу. Угу, любовь. Ну, в принципе, больше ничего не надо, да. Так. Не знаю, может, попропускала, конечно. Так. Сейчас я еще пробегусь, посмотрю здесь. Ага, есть еще маска. Вижу маску. Якорь еще есть. Я бы даже его, наверное, здесь положила, этот якорь. Такое ощущение, как будто бы вы заякорились на весь день где-то. И здесь нет. Значит, смотрите, я нашла 3 события для вас. Первое. Это у нас была с вами любовь, первым событием выпала. Любовь, романтика, гармоничные отношения. То есть в этот день могут быть какие-то события, связанные с вашей личной жизнью. Если вы одиноки, то это, скорее всего, знакомство. Важное, судьбоносное, может быть. Значит, любовь, это хорошо. Дальше у нас выпала с вами маска. Главное значение маски – это обман. Да, то есть люди на себя надевают маски, играют роли. Ну и мы тоже, в принципе, в том числе. Да, то есть вы тоже можете надевать на себя маску, играть роль. Но также маска – это также у нас косметология. Уход за собой может показывать. И также еще маска может показывать посещение каких-то культурных мероприятий. Типа там поход на выставку, поход в кино, в театр там и так далее. Так что тоже может быть. И якорь. Якорь у нас с вами показывает день такой остановки. Знаете, когда ваш корабль стоит на якоре. То есть как будто бы в этот день, возможно, вообще вы ничего не делаете, ничего особо не происходит. Может быть, да, вот там личной жизнью только занимаетесь и все. Потому что, видите, событий нет никаких. Поэтому я думаю, что весь день может вообще пройти где-то в одном месте без особо каких-то событий. Вот такая вот информация для вас на среду. Благодарю за внимание и переходим к водолеям. Так, водолеи. 6 мая, среда, события дня, водолеи.
Первая метла. Тайная встреча. 2 кольца. Угу. Машина. Сердце нельзя. Сундук. Кровать. Рыба. Предупреждение. Угу. И домик. Так, значит, у вас в среду события. Первое, что у нас выпадало? Первое выпадало, по-моему, что у нас? Ссора. Первое выпала ссора. Предупреждает о том, что в этот день вы можете с кем-то спорить, ссориться. Еще метла проигрывается как уборка. По вариантам ссоры, споры, либо уборка. Дальше тайная встреча может быть в этот день с кем-то у вас. Поездка. Финансовые поступления в этот день, доход, доход, смотрю на домик и на этот, и говорю доход по сундуку, домашние дела, интимная связь, ну или кровать может показывать, допустим, если там первым последнее событие выпадает, допустим, там вы дольше можете поспать в этот день, либо наоборот там пораньше лечь. Это не обязательно дела интимные, а может быть, там, не знаю, разговоры об этом, там и все такое. Все крутится вокруг темы кровати. И скользкое дело еще. Вот у вас 2 предупреждения в этот день. Это ссора и это какое-то втягивание вас в какие-то скользкие схемы, истории, там мошенники, аферисты. Поэтому однозначно надо быть очень-очень осторожными. Тем более еще какая-то тайная встреча выпала. Чтобы вас на этой тайной встрече никуда не утянули. Поэтому будьте очень осторожны, внимательны и не ведитесь, да, вот на какие-то очень... По рыбе это всегда такие, знаете, очень заманчивые какие-то предложения, но там всегда не с каким-то подвохом. Поэтому надо перед тем, как соглашаться, узнать все детали, все нюансы, и тогда только соглашаться. Поэтому вот такая информация для вас. Ну, из хорошего это дорога, деньги, кровать, дом. То есть как бы больше, я бы сказала, хороших событий, чем предупреждающих. Благодарю за внимание, Водолей. Переходим к рыбам. К рыбы. Шестое мая, рыбы. События дня. Угу, подарок. Яблоко. Колокольчик. Два меча. Еще и ссора есть. Метла. Ага, и есть тайна. Вот, скорее всего, из-за чего это все будет. Ну, по карте мир могут открываться какие-то секретики. Удачу нельзя. И здесь нет. Значит, смотрите, что у вас выпадает. Подарок из хорошего. Да, первым выпал подарок. Можете получить либо подарить
подарок, презент, какой-то там, не знаю, бонус и так далее. То есть что-то, что нам достается даром. Пустые разговоры, болтовня в этот день с кем-то, колокольчик. Слезы, конфликт, ссора. Возможно, это одно событие. То есть тут еще, знаете, как может проиграться, что пустая болтовня, колокольчик, пустые разговоры переросли в конфликт. То есть должен был быть разговор ни о чем, а в итоге поругались. Поэтому здесь вот предупреждение: ссора, конфликт, слезы и открытие тайны секрета. Возможно, в этом разговоре, который как бы не предвещал беды, открылась случайно какая-то информация. Тайна, вы что-то узнали. И, возможно, эта информация привела, да, к вот этой ссоре, выяснению отношений и конфликту. Но опять же, это я так соединила. Возможно, у вас проиграется информация отдельно, да, откроется какая-то, отдельно будут с кем-то споры, отдельно будет с кем-то конфликт, а тут вообще будут слезы радости в разговоре. Понимаете? То есть оно может и по отдельности все проиграться. Ну, чаще всего из этого всего складывается какая-то история с тех событий, которые выпадают. Так что вот такое для вас предупреждение. А в этот день ваша задача постараться не поругаться ни с кем, не выяснять отношения. Потому что есть вероятность, что все это закончится громким, да, вот по мечам, конфликтом, скандалом. Вот такое предупреждение для вас. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.